А вот прокомментировать ситуацию с президентскими выборами мы попросили депутата Верховной Рады Александра Черненко. Он сейчас с нами на прямой связи по телефону из Киева. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Что вы можете сказать по предварительным итогам первого тура выборов? Ожидали ли такого расклада? И, на ваш взгляд, у шоумена Зеленского есть все шансы стать главой государства? Ну, первое, что сказать можно по итогам, что действительно в Украине прошли честные демократические выборы. День голосования, несмотря там какие-то небольшие, незначительные заявления, прошел в целом спокойно. И все наблюдатели отметили довольно высокий уровень организации выборов. Выборы были демократичными. Победа в первом туре Зеленского, она тоже была прогнозируема многими социологическими службами, почти всеми. То есть Интрига возьмет он чуть больше 30 или чуть меньше 30, поэтому как бы неожиданностей тоже не было. Если говорить о дальнейшем развитии событий и о том, что будет во втором туре, то нужно понимать, что мотивация избирателей во втором туре, она очень часто отличается от первого тура. Нужно понимать, как поведут себя сторонники тех кандидатов, не вышедших во второй тур. Часть их поддержит Зеленского, часть Порошенко. И есть еще 3 недели для кампании, и каждый из кандидатов подкорректирует свою кампанию соответственно новым вызовом, поэтому интрига сохраняется. И сказать, что уже как бы решено, кто станет в Украине президентом, но это преждевременно. А как вы оцениваете сам прецедент, что вот обычный актер, человек далекий от политики, вдруг может стать президентом? Ну, эта тенденция, тут можно сказать, Украина в общемировом тренде, то есть мы видим во многих странах европейских приход несистемных политиков, антисистемных политиков к власти. Есть скажем, такой общемировой тренд, а в Украине он, конечно, был обусловлен тем, что поддержка простого комика была серьезная финансовая и медийная, и организационная со стороны белых олигархов. Один самый рейтинговый канал постоянно включился в рекламу этого человека. То есть как бы был создан виртуальный образ, потому что сам Зеленский, он не выходил ни на интервью, ни на дебаты, он избегал общения с прессой. То есть был создан такой маркетинговый хороший образ, который был, условно говоря, продан украинскому избирателю. И в этом, конечно, нет ничего хорошего. Тут нужно делать всем выводы. Ну и, конечно, как бы там усталость от политиков прошлого. И тут не только о власти нужно говорить, оппозиционные кандидаты еще хуже выступили. Поэтому совокупность этих факторов, и она как бы дала тот феномен, который мы увидели с победой Зеленского. То есть украинцы таким образом как бы проголосовали против всех, да? Ну да, скорее всего, это такое недоверие было политикуму. Оно было эмоциональное, оно было не до конца осознанное, назло. Но я думаю, что во втором туре выбор будет более осознанным, люди задумаются о том, готов ли этот человек управлять государством, сможет ли это сделать. Эмоциональное фэ они уже сказали свое. Теперь, я думаю, пришло время все-таки охладить эмоции и включить рассудок. А вот если Зеленский вдруг все-таки придет к власти, как это отразится на жизни украинцев, как изменится экономическая ситуация в стране? Ну, тяжело сказать, просто, я как человек, который анализирует, не знаю, что на самом деле происходит. Я понимаю, что то, что Зеленский новый, другой и так далее, это большая иллюзия. То есть персонально он может и новый, но те политические силы, те олигархи, которые за ним стоят, это известные в Украине Коломойский и другие рейдеры, которые, он не будет самостоятельно абсолютно в принятии решений, и как раз эти олигархи, они, которые сейчас на избегах и потеряли свои позиции, они, конечно, будут их возвращать. Да, будет, наверное, много популизма,
каких-то социальных таких красивых вещей. Ну, в общем, я думаю, что украинская экономика, таких экспериментов не выдержит. Мы только после кризиса вышли на стабильность, стал небольшой рост экономики. Не хочется новых экспериментов. А как такой возможный расклад отразится на взаимоотношениях Украины и Казахстана? И в целом, какой курс внешней политики может выбрать новый президент? Проблема в том, что мы сами не знаем, да, то есть Зеленский избегает прямых ответов на вопросы, что он будет делать с Путиным, что он будет делать с Европой, и ничего видно, Казахстан даже и не спрашивает. То есть этот человек, он это чистый лист. Я не думаю, что будет какое-то кардинальное изменение отношений. Но я, скорее всего, думаю, что это будет в первую очередь он будет занят более внутренней политикой, потому что ему нужно будет полностью выстраивать вертикаль власти, правительство, парламент. Я думаю, что как раз внешней политики тут будет полный пробел, и не до того, мы даже не знаем, что будет министром внутренних и внешних дел и так далее, поэтому, я думаю, что будет некоторые ближайшие месяцы просто затишье, и никаких будет резких шагов ни в ту, ни в другую сторону, тем более тут нужно понимать, что нужно делать с нашими ближайшими соседями Россией, Европейским Союзом, тот же Венгрия, с которым сейчас очень напряженные отношения, это те вызовы, с которыми столкнется новый президент или переизбранный президент в первую очередь. Благодарю, Александр, за ваш подробный комментарий. Продолжим.